Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». С вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры сегодня Николай Слепцов-Айдын и Мария Новгородова. У Марии сегодня день рождения. От всей нашей творческой команды и от наших гостей я поздравляю Марию, желаю здоровья, счастья, отличного настроения. А сегодня в нашей студии гости, дорогие гости, врачи, неврологи, отоневрологи. Я сама только, готовясь к нашему эфиру, узнала о такой узкой специализации. И я, конечно же, с удовольствием хочу представить своих гостей. Сегодня в нашей студии Маргарита Воробьева. Маргарита Константиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас очень рада видеть. Вы были в ноябре в нашей студии вместе с вашим коллегой и мужем Эдуардом. Вы так нас порадовали своим радушием, отзывчивостью, что мы до сих пор под впечатлением. Я говорю от лица всей нашей творческой бригады. Еще раз вас благодарю за такое приятное знакомство и полезное для наших слушателей и зрителей. И после нашего эфира вопросов от наших слушателей и зрителей, от потенциальных клиентов, наверное, вот таких врачей, как вы, было много вопросов. И сегодня мы вместе с секретарем Аллой Аксеновой, за что я хочу ей сказать огромное спасибо, собрали вопросы и хотим на них ответить. И, конечно же, я рада приветствовать вашего коллегу сегодня в студии. Сегодня с нами Артем Аркадьевич Семенов. Артем, здравствуйте. Спасибо, что к вам можно обращаться по имени во время эфира. Я очень рада, что мы сегодня принесем пользу тем людям, которые хотят подольше оставаться здоровыми или какие-то симптомы учиться распознавать вот на первых каких-то вот звоночках, аккордах. Дорогие друзья, кому тема неврологии интересна, кто хочет узнать о том, что за врач такой отоневролог, задать свой вопрос, для вас телефоны прямого эфира 32 11 66 и 32 00 66. Звоните, задавайте вопросы. Я хочу, наверное, предложить вам сразу приступить к тем вопросам, которые мы собрали с Аллой, потому что они такие интересные, я вот прям уже в предвкушении. И мне кажется, вопросы, которые, наверное, будут касаться многих людей. Вот, например, у нас есть такой вопрос про головокружение. Головокружение. Всегда ли этот симптом связан с артериальным давлением? Бывает же такое, что ты резко как-то встал, а бывает даже и не резко. Ты встал, как всегда, как обычно, и голова кружится, и вроде бы думаешь, ну, мало ли что, может быть, еще полежать, и не всегда обращаешь внимание. А бывает, что давление замеряешь, и вроде бы и давление, ну, привычное для тебя. На самом деле, о чем говорит такой симптом? И стоит ли быть более внимательным? Ну, вообще, да, такая ситуация довольно часто возникает. Если непосредственно головокружение возникает при вставании, вот если долго лежал, потом встал, и там в глазах потемнело, да, и голова слегка закружилась, это состояние называется ортостатическая гипотензия, да, то есть это действительно связано с давлением, то есть меняется центр тяжести и меняется тонус сосудов, и, ну, по-простому говоря, кровь отливает к ногам, когда вы встаете. Она отливает от головы, и действительно головокружение в это время может быть, но оно обычно кратковременное. Вот. Если же при вставании возникает резкое головокружение, да, и там человек падает, что-то такое, это уже может быть неврологическое состояние. Неврологическое? Да, вот вообще ортостатическая гипотензия должна довольно редко возникать. Она может быть сильнее, если человек обезвожен. Но если же это часто возникает, это повод обратиться к врачу точно. А я почему-то думала, что это с сердцем связано больше. Вот если человек падает, ну, обычно же бывает какое-то прединсультное состояние, да, когда вот голова кружится, человек упал, и потом диагностируют, что это сердечное что-то. Ну, это не исключено, конечно. Но, например, что касается именно моей специальности, отоневрологии, да, резкое головокружение при вставании может быть признаком довольно распространенного состояния, называется ДППГ. Это доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение. Это вот заболевание именно вестибулярного аппарата. Да? И там происходит такое, то, что в внутреннем ухе, где вот содержится вестибулярный аппарат, появляется отолит. Отолит — это ушной камень, получается, да, это другой, ну, то есть это нужная штука, но она не должна попадать в полукружный канал, вот, и когда она попадает в этот полукружный канал, возникает резкое головокружение при смене положения тела, и она будет продолжаться, пока этот камень будет находиться вот в этом полукружном канале.
Но если у человека вот один раз закружилась голова, да, и он как-то обратил на это внимание, ему нужно в любом случае пойти и сделать обследование или, в общем-то, следить за давлением достаточно? Если это происходит редко, то, я думаю, поводов для беспокойства нет. Мгм. Если же это возникает при каждом вставании, то, конечно, надо обращаться к врачу. Маргарита и Артём, давайте поясним, кто такой врач-отоневролог. Я думаю, что, наверное, не все знают. Ну, вы наверняка знакомы с лор-врачами, да, это полное название, это оториноларинголог. То есть это врачи, которые занимаются проблемами с носом, ушами и горлом, получается. Отоневролог — это невролог, который занимается проблемами с ушами, получается, да, то есть со слухом и вестибулярным аппаратом, который также находится в ухе. Я тогда буду, наверное, задавать вот один вопрос Артёму, один Маргарите. Мне, конечно, самой очень интересно, как и интересно тем слушателям и зрителям, которые задали вопрос про депрессию. Насколько это заболевание часто встречается, и верно ли, что депрессия может маскироваться под какие-то другие заболевания, как бы прятаться? И давайте сразу, наверное, расскажем про лечение депрессии. Это ведь одно единственное лечение, насколько я знаю, если говорить про медикаменты, это антидепрессанты. И насколько оно важно и успешно проходит, и насколько оно подходит, всем ли подходит, потому что ведь есть еще побочные какие-то эффекты, а есть еще страхи у людей, что можно потом не обойтись уже без тех таблеток, которые прописывает врач. Вот я так много вопросов назвала, вы как вам удобно, с какого начните? Хорошо. Так, депрессия достаточно такое вот распространенное состояние. Примерно где-то по миру около 4-5%. Чаще болеют женщины, чем мужчины, и как будто бы с возрастом вот люди старше 60 лет, они как будто бы чаще страдают депрессиями. И почему мы встречаем, да, такие состояния, мы неврологи? Так как к нам обращаются люди, например, с одной патологией, и мы можем у них выявить такое состояние, как депрессия. То есть она действительно может маскироваться под какие-то соматические состояния, например, боли, да, различного характера, хронические боли. Там могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, да, проблемы там с пищеварением, например, да. Вот, и лечится она 3 способами. Это вот медикаментозная терапия, да, когда назначают препараты. Это чисто психотерапия, да, с психотерапевтом, да, с психологом можно в нашей стране. И третье — это вот совмещение медикаментозного типа лечения и психотерапии. Лучше всего сочетать медикаменты и психотерапию. Иногда вот если что какое-то легкое состояние, можно обойтись чисто психотерапией. Но тут еще вопрос в стоимости лечения, потому что психотерапия со специалистом достаточно дорого. Вот. Ну, антидепрессанты, кстати, они стоят совсем недорого. Ну, смотря какой. Смотря какие, да? Например, противоболевые препараты, которые мы чаще всего назначаем, да, антидепрессанты с противоболевым эффектом, ну, достаточно дорого стоят. Тогда, вот, может быть, да, сначала к психотерапевту. А может быть, ведь так и быть, что не понадобятся даже медикаменты. Вот еще я слышала, гипноз успешно, нет? Как дополнительный метод, может быть. А что вот происходит с мозгом человека? Вот почему вот это состояние депрессии, да, оно вообще возникает? Какая отправная точка? Это какая-то там, не знаю, травма у человека, вот что-то вот он там не прожил, да, в какой-то ситуации, он как-то в себя утрамбовал какие-то чувства, или откуда вот это появляется? Почему это появляется состояние депрессивное? Там одной причины, скорее всего, нет. Там, скорее всего, будет сочетание нескольких ситуаций, таких, которые могли привести к такому состоянию. Например, там неблагополучная среда в детстве, да? Какие-то вот психологические травмы, да, вот были. Потом, может быть, хронический стресс, например, где-нибудь на работе, да, или вот как многие женщины, мамы, да, которые уходят в декрет,
Вот это же тоже своего рода стресс. Мгм. И сочетание таких ситуаций может привести к депрессии. Ну Да. и да, депрессия может развиваться сама по себе. В этом-то и как бы проблема, что у человека вроде бы все хорошо, да, то есть у него и работа нормальная, там в семье все хорошо, проблем со здоровьем нет, а радости он не испытывает. Да, вот основное проявление депрессии — это вот чувство радости, получается. Человек перестает радоваться жизни. И те вещи, которые раньше радовали, они перестают радовать. Вообще, да, действительно, как моя коллега сказала, одной причины депрессии нет. Раньше считалось, что проблема только в серотонине. Серотонин — это вещество, в народе его называют гормоном радости, да, но на самом деле у него очень много функций, и лучше его представить как вещество, которое помогает нервным клеткам друг с другом общаться. Вот, да, и при депрессии, возможно, есть нарушение в этой цепи, да, то есть серотонин как-то начинает или хуже восприниматься, или мало вырабатываться. В общем, именно проблема возникает с серотонином. Поэтому основные препараты, которые мы применяем для лечения депрессии, это лекарства, которые влияют на выработку серотонина. Да, их полное научное название звучит как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. По-простому говоря, они просто не дают серотонину разрушиться в конце, когда он использован, и поэтому его становится больше. Вот эта теория, она ведущая, но она не лишена, так сказать, критиков своих, да, то есть она критикуется, и, возможно, правильно ее критиковать. Тем не менее, клинически доказано, что антидепрессанты существенно улучшают течение депрессии. То есть тут вопросов нет. Да. Почему это происходит, ну, пока наука не знает. Возможно, есть неизвестные механизмы действия. А как понять, вот как отследить, что ты перестал радоваться жизни? Ведь есть еще типы личности. Кому-то свойственна эмоциональность высокая, кому-то наоборот, и как-то человек просто не привык проявлять свои чувства. И, может быть, он вот просто сам по себе такой. Это же внутреннее ощущение. То есть я, не знаю, любой человек, он радуется каким-то вещам. Должен радоваться. Вот если он не радуется совсем, если все серое, все ничего, как бы такого чувства радости именно нет, это по-научному называется ангидония, да, тогда это повод обратиться к врачу. Возможно, в такие моменты люди прибегают к более легким, да, каким-то альтернативным вариантам, как алкоголь, да, как какие-то запрещенные вещества, которые как будто бы начинают их возвращать к этой радости, к этой жизни. Я, знаете, как вот подумала насчет вот антидепрессантов, да, почему они важны. Я подумала, что, например, если сравнить с воспалением в каком-то другом органе, например, там печень или почки, да, если это воспаление нельзя, не убираешь, ты, например, начинаешь там как-то какие-то витамины, да, для своего органа, он просто их не усвоит, потому что сначала нужно воспаление снять. Я подумала, что антидепрессанты, наверное, также сначала снимают вот это воспаление с мозга, и потом уже тогда на как бы здоровый какой-то мозг, да, ты уже можешь воспринимать и психолога, и психотерапевта, и какие-то методики, да, которые... А так ты как будто бы человек, у которого воспален мозг, он как будто бы даже не услышит. Может быть, это будет прекрасный врач, психолог, да, и хорошая методика, но он не сможет этим воспользоваться, потому что это как витамин, который, пока ему недоступен. Верно, да, я рассуждаю? Да, абсолютно верно. Средняя и легкая степень депрессии, в принципе, можно сразу приступать к психотерапии. Если же депрессия тяжелая, это обязательно требует назначения лекарств, и психотерапия возможна, когда человек уже начнет, ему станет лучше. Скажите, пожалуйста, какое время нужно, чтобы антидепрессанты начали действовать? Потому что кто-то говорит, что чуть ли там не от года, не от полугода. Раньше не ждите результатов. И меняется ли сам человек, его личность, да, именно суть человека во время того, как он принимает эти антидепрессанты, и что потом происходит, когда он их отменяет? Уже когда он вроде бы как здоров. Средний интервал, да, временной интервал средний, это примерно от 3 до 6 недель. Мы ждем эффект какого-то, да? 2 месяца, месяц-два. Меньше. Хотя бы месяц. Пока мозг привыкнет, да, к этому. Плюс мы еще постепенно же увеличиваем, титруем с маленькой дозировки. Если сразу большую дозу назначить терапевтическую, будет плохо.
А вот еще есть такая побочная, да, история от антидепрессантов, сон. Пропадает сон. Не всегда. А если пропадает, что делать? Если пропадает, то мы корректируем медикаментозно. Если что. Получается, тут нужно быть на связи с врачом. Мы обычно всегда повторные консультации назначаем, иногда бываем на связи, если что-то какой-то сложный случай. И всегда можно скорректировать. То есть побочные эффекты, если не появляются, это говорит о том, что то есть мы не относимся к этому состоянию, к побочкам негативно, да, мы говорим, препарат начал работать уже, хорошо, значит, скоро станет намного лучше. А побочки, они проходят со временем. То есть большинство побочных эффектов. Побочка — это подтверждение, то, что препарат этот работает. Отчасти, да. Отчасти, да. Хорошо, спасибо. Да, вот, почему серотониновая теория, она подвергается критике? Это потому что, то есть, если бы у человека депрессия возникала только из-за низкого уровня серотонина, то с первой таблетки ему должно было бы стать лучше сразу. То есть не выпивайте, сразу все хорошо становится. Потому что действительно внутри головного мозга уровень серотонина действительно сразу повышается. Но положительный эффект наступает только, как минимум через 2-3 недели. То есть поэтому серотониновая теория, она как бы критикуется. Если бы дело было только в серотонине, то с первой таблетки человеку должно было бы стать хорошо. А этого не происходит практически никогда. То есть если человек с первой таблетки ему становится хорошо, тут надо вопрос к диагнозу. То есть верный диагноз или нет. Ничего себе, еще так. Мне кажется, сейчас эта тема очень интересная, такая достаточно популярная, потому что люди уже как будто бы, перестали сильно бояться этих препаратов. И, возможно, уже есть результаты у кого-то, да, кто отметил положительный какой-то эффект и качество жизни свое повысил. Я продолжу выбирать вопросы, наверное, рандомно буду так. Вот заболевание мигрень. Несколько вопросов у нас относительно этого заболевания. Что это вообще за напасть-то, за такая вот эта вот мигрень, да, потому что я сколько знаю, читаю, да, люди говорят о том, что как будто это не лечится совсем, это вот какая-то как данность, и если приступ приходит, то человек как будто бы понимает, что ему нужно переждать вот это время, да, и по-другому никак нельзя с этим справиться. Я пока свой вопрос оставлю. У нас есть вопрос от слушателя или зрителя. Вы, пожалуйста, наушники либо наденьте, либо можно к уху поднести просто. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Если после приема антидепрессанта на 4-5 день появилась сильная тошнота, потеря аппетита, головная боль и если побочные эффекты появились, надо ли менять препарат, либо же это нужно перетерпеть? Хорошо, спасибо за Спасибо за вопрос. Побочные такие, да, эффекты. Да, опять-таки. Значит, препарат работает, да, как вы уже сказали, раз. Да, и вот эти побочки, они как раз-таки связаны с серотонином. Да, то есть серотонин — это не только он в головном мозге есть, он еще есть в желудочно-кишечном тракте. И он стимулирует перистальтику, то есть и тошнота может быть, и диарея может быть. Тут все зависит от выраженности симптомов. Если прям очень плохо, тогда, скорее всего, нужно вернуться к врачу и пересмотреть дозировку или другой препарат назначить. Если же это терпимо, то кишечник очень быстро к этому препарату привыкает, и через 3-4 дня уже должно быть лучше. То есть какое-то время все равно перетерпеть, да, нужно еще? Если это терпимо, то лучше потерпеть. Если нет, тогда лучше вернуться к врачу, пересмотреть дозу или препарат. Те или иные препараты, у них разный профиль побочек. Вот еще как антидепрессант, какая побочка, да, которая пугает людей, они же могут еще усиливать состояние какой-то тревожности, да, от которого как будто бы ты хочешь избавиться при приеме антидепрессантов, вроде бы как тебя туда еще больше засасывает. Но она обязательно уменьшается, проходит. Со временем. Да. В общем, это какая-то очень долгая история, да, все-таки, наверное, чтобы настроиться самому, да, и как-то доверие, чтобы было к тому врачу, который тебя курирует, да, чтобы вот этот как-то тандем состоялся, и тогда, наверное, можно на этот путь как-то держать ориентир, потому что на самом деле страшновато, конечно, когда вот такая побочка, да.
У нас сейчас будет короткие 4 минуты, и мы очень скоро, дорогие слушатели и зрители, вернемся в эфир. Оставайтесь с нами. Продолжим говорить о здоровье. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. В нашей студии сегодня врачи. Я очень рада видеть сегодня Маргариту Воробьеву, врач-невролог, отоневролог, и рада познакомиться сегодня с Артемом Семеновым, невролог, отоневролог. Вот такие у нас чудесные врачи сегодня. Вы можете задать вопросы по неврологии по телефонам прямого эфира 32 0066 и 32 11 66. Мы в первом блоке говорили очень подробно и активно про лечение депрессии антидепрессантами. И такая тема, мне кажется, достаточно интересная. Возможно, мы еще ее коснемся в нашем разговоре. Может быть, вы еще что-то хотите добавить, потому что вот у нас был вопрос прям совсем в конце первого блока, что девушка спросила о побочных каких-то вот побочные, как это называется? Явление. Эффект, да. Побочный эффект, что у нее тошнота. Вот в таких ситуациях, оказывается, да, можно еще помочь, чтобы... Да, вот если иногда бывает такое, то, что вот человек начинает принимать антидепрессанты, и тревога усиливается. Усиление тревоги, да, может вызвать и кишечные проблемы тоже, да. В таких случаях мы можем дополнительно временно назначить препарат для того, чтобы тревога была меньше. То есть в этом никакой проблемы нет, и чтобы, так сказать, вхождение в препарат, да, антидепрессант, был как можно более гладким. Да, нам надо, чтобы человек это лекарство принимал как минимум 1 год. И если такие побочки возникают в самом начале, человек может, испугаться, да, и не довести лечение до конца. Вот, поэтому, да, вот в таких случаях можно дополнительно противотревожные препараты назначить в первые несколько недель. Обычно все побочки, они проходят за, максимум 10 дней, 15 максимум. Вот мне кажется, это очень важно, да, чтобы вот этот вот страх как-то, да, объяснить себе, что ты вот что-то с тобой не то произойдет, потому что даже вот среди вопросов есть такой вопрос, что какая боль сильнее, какой страх сильнее, страх самой боли или страх движения через эту боль, когда мы, допустим, говорим о боли в спине. У нас есть еще вопросы про грыжу, почему появляются грыжи в позвоночнике, как эта грыжа о себе может давать знать, всегда ли это проявляется болью, или важно делать МРТ, чтобы понимать, в каком состоянии твой позвоночник, и всегда ли грыжа – это приговор к операции. Так, получается, почему вообще появляются вот эти вот межпозвонковые грыжи, да? И в последнее время их стало больше. Да? Это связано с особенностями нашей работы, нашей активности. Мы сейчас много работаем, например, у нас работа сидячая, да, за компьютером, офисная работа. Мы сидим весь день на работе, потом едем домой на машине, да, потом дома сидим еще, да, перед телевизором. Вот. Стало очень мало движений. Так, а нас как бы природа создала, чтобы мы много двигались, собирали там овощи, грибы, да, вот, ходили много, охотились, бегали, да, вот, чтобы у нас была такая хорошая подвижность. У нас сейчас еще и доставка есть продуктов домой, можно даже в магазин не ходить. Получается, из-за недостаточности активной жизни у нас недостаточно развиты стали мышцы спины, можно так сказать, да, вообще в общем мало мышц, вот. А мышцы у нас нам помогают поддерживать позвоночник, стабилизируют его, да, помогают, например, избегать каких-то травм, если мы что-то вот поднимем тяжелое, да, у нас нагрузка ляжет на мышцы, а не на структуры позвоночника, да, и если, допустим, у человека мало мышц, он ведет малоактивный образ жизни, и потом ему скажут: ой, давай, ты мужчина, иди передвинь диван, например, да, вот, на работе или дома. Он такой: я, конечно, справлюсь. Пошел и, например, передвинул диван, у него возникла острая боль. Ну, скорее всего, это возможно грыжи, да, может быть такое.
Еще же бывает, что люди перегружают себя именно потому, что они перегружают себя. То есть у них, например, работа связана, да, с какими-то физическими нагрузками. Либо, например, женщина, да, вот когда она ходит в положении, она же носит, да, потом ребенка на руках, потом вот эти сумки, это вечный бич наших женщин. Чрезмерные нагрузки, да, тоже. Тут другая крайность получается. Или много сидит, или очень много физически трудится. Еще малая активность, она приводит к тому, что наши межпозвонковые диски, они недополучают питание. То есть диск, это же получается хрящевая ткань, она белая, да, там сосудов внутри нет, да, и чтобы получать питание, она получает из окружающей среды через жидкость, можно так сказать, а эту жидкость мы можем получать, когда мы двигаемся, ходим. Как губка. Как губка. Да. Обмен веществ происходит. То есть самое главное это какое-то вот движение, которое не с тяжестями сопряжено, да, а просто вот, ну, там ходьба, да, зарядка какая-то. То есть вроде бы все это мы знаем, все это нам говорят, и все это так доступно, для этого ничего не нужно, да, такого дополнительного. Но почему-то мы этого не делаем чаще, чем делаем. Если мы слишком много сидим, наш межпозвонковый диск становится таким вот сухим, потому что не хватает питания, ну и хрупким. И бывают вот разрывы, то есть трещины, да, через эти трещины потом может выйти межпозвонковый как называется, пульпозное ядро, да, и будет грыжа, да. Вот. Ну, вообще, наверное, в Якутске именно из-за климата еще мы мало двигаемся, да, потому что пройти пешком там до работы, если там 15 минут под 50-градусный мороз, это очень сложно. Да, у нас есть звонок слушателя или зрителя. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, говорите. Что-то у нас тишина. Видимо, передумал кто-то. Если не дозвонились или, может быть, устали ждать, то перезвоните, пожалуйста, еще раз. Попробуем быстрее вас включить. Всегда ли грыжа, если она появилась, всегда ли нужно делать операцию? И вообще нужно ли делать операцию? Потому что есть еще вот такое мнение, я читала, что даже если грыжу вырезают, она потом все равно нарастает. Есть, получается, строгие показания к операции. Это, например, каудальный синдром, когда грыжа выходит, сдавливает нервные корешки, у человека ноги перестают двигаться, да, он перестает мочиться. Это уже опасное состояние, прям надо оперировать срочно, вот как аппендицит. Маргарита, извините, я вас перебью, вот подсоединился наш слушатель или зритель. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, слушаем ваш вопрос. Меня зовут Саргалана, и я по неврологии. Да, задавайте свой вопрос. У меня в июне была операция аденома на гипофизе, трансназально через нос. А по приезду в Якутск, то ли меня продуло, то ли еще что, у меня начался шейный остеохондроз. Вот у меня такой вопрос. Это у меня осложнение после операции или нет? Спасибо за вопрос. Кстати, вот часто, когда какие-то боли, да, в спине, мы думаем, где-то продуло, первое, что приходит, да? Прямой связи я не вижу. Если трансназальный доступ к гипофизу для удаления аденомы, потом боль в шее возникла, да? Прямой связи я не вижу. А что это может быть? Это просто боль в шее, скорее всего. Что? Боль в шее. Скорее всего, либо мышечного характера, или... Да. Маргарита, я вас перебила про грыжу. Про то, что всегда ли это, операцию нужно делать. Я потому что слышала, что есть... Вы ответили же, да, на вопрос? Да. Ага. Что можно и без операции обойтись, и как-то эту грыжу безоперационно удалить. Действительно ли существуют на сегодняшний день такие методы лечения? Так, и показания грыжи — это если очень сильная боль, например, грыжа может сдавливать нервный корешок, боль может быть в ноге, да, может вызывать еще помимо боли чувствительное нарушение и слабость. Стопа может висеть, например, да? И эти симптомы, например, нарастают, хуже становится, тогда вот это прямое показание к операции. Там получается в зависимости от размеров грыжи и ее расположения. То есть грыжа может быть в позвоночнике, а отказывать может нога. И ты думаешь, что что-то не то с ногой, идешь лечить ногу, оказывается, тебе нужно делать МРТ позвоночника, да? А может быть такое, что
человека ничего не беспокоит, он, допустим, прошел рутинно, например, МРТ поясницы, да, у него там нашли грыжу, а его не беспокоит поясница, да, они могут быть бессимптомными. Вот. Но это ничего, если ничего такая грыжа страшного, сидит, пусть да. и сидит, да, не беспокоит и не беспокоит. И со временем, получается, межпозвонковые грыжи, они имеют тенденцию к уменьшению. Это происходит, как бы сам организм сам себя начинает лечить, там локально образуется воспаление, потому что пульпозное ядро этого диска, оно чужеродно для нашего организма, и организм думает, что это что-то инородное, и пускает туда защитные клеточки. Да? И локально происходит воспаление, и, получается, вот эти вот макрофаги, они начинают эту грыжу подъедать. Да? Но вот таким вот образом может исчезнуть. Но этот процесс очень долгий, может длиться до 2 лет, да, получается. Например, в прошлом году была грыжа, в этом году прошел МРТ, ее нет. Да? Может такое Чудо случиться. такое. Да. Ну, можно, например, привести к тому, что грыжа может не пропасть. То есть она может в таком же размере, с такими же размерами окаменеть. Да? На что влияет на это состояние? Это вот подвижность, активность человека. Это еще частый прием нестероидных противовоспалительных, да, препаратов, либо там блокада, когда ставят, да, много блокад с глюкокортикостероидами, которые уменьшают воспаление. То есть естественный процесс иммунный, да, ответ организма на эту грыжу, он подавляется, можно так сказать. И грыжа может с такими же размерами остаться. Можно использовать, например, физиотерапию, которая усилит этот процесс, ускорит процесс естественной резорбции, как катализатор, да? Можно добиться, например, ускорения этого процесса. Не 2 года ждать, да, год-два, а там месяца 3, например, она может полностью пропасть. Ну, зависит еще от характера. То есть она секвестр, например, большой, крупный, да, он может быстро рассосаться. У нас есть еще вопросы от слушателей и зрителя. Наушники надевайте. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Алиса. Слушаем Я вас. хотела спросить, говорят, есть лечение, операция лазером грыжи. Это как проходит? И там без показаний... пожилым можно или нет? И молодым? Как она проходит? Что это такое? Спасибо большое за вопрос. Я, кстати, тоже слышала, что есть такой метод, да, что можно лазером эту грыжу как будто бы рассосать. У меня даже есть знакомые, которые делали это, но теперь ждут результата. Ну вот, что нужно там месяц подождать, а потом уже прийти повторно сделать снимок и увидеть. И вроде бы как по прогнозам она должна исчезнуть. Так ли это? И как это проходит? Вот вопрос Алисы. Так, действительно, есть такие методы лечения. То есть есть еще как бы такие прям операции с лазером, да? Там вот этот вот пульпозное ядро, оно выжигается лазером. Вот это вот человека погружает в сон, да, с наркозом прям. А есть вот лазер, который не вызывает боли, да? Он используется как в рамках физиотерапии, когда доп. Лечения, да? И там выбор зависит, получается, от состояния человека, да, и характера боли. Тут уже выбирают, получается, вместе с врачом, как будет лучше. Можно и пожилому, да, и молодому, если у них общее состояние позволяет. Да, наверное, да, какие-то... есть противопоказания, да. Да. Например, онкология, да, заболевания свертываемостью крови. Ну, в целом это более такой, да, щадящий метод лечения. Перед тем, как рассмотреть возможность операции, нужно вот сначала попробовать вот безоперационным методом, да, вот такой есть. Вообще, нам же важно, чтобы человека перестала беспокоить боль, да, то есть фактически есть грыжа или нет, да, ну, не то чтобы это отходит на второй план, но это как сказать, не прямая зависимость получается. Мы не отслеживаем эффективность лечения по размеру грыжи. Мы отслеживаем именно симптомы. То есть действительно боли. Бывает такое, что вот человек ходит, ничего не беспокоит, мы его, так сказать, схватили, положили на МРТ, смотрим, а там огромная грыжа. Но она ни на что не давит, поэтому она его не беспокоит, мы этого человека ничего ему не делаем, получается. У нас еще есть вопрос, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос. Петр, слушаем вас. Я хочу спросить, у моей жены слишком большой вдовий горб. Он лечится вдовий горб или не лечится, только операция? У вас там посторонний звук, отключите приемник или телевизор.
Ага, Ага. еще раз скажите, что у жены? Вдовий горб. Вдовий Слишком горб. большой. Мгм. Она может лечиться или только операцию сделать? Мгм. Спасибо за вопрос. Кстати, тоже такой достаточно частый вопрос. Так, ну, Вдовий беспокоит. горб это... Это, получается, жировой нарост. А, ну, Мгм. Ага. Это больше связано, скорее всего, с особенностями мышц спины, да, когда у нас мы со временем какими становимся немножечко вот плечики у нас идут Мгм. внутрь, да, голова вперед уходит, да, наша Мгм. шейка тоже вперед уходит, и получается у нас усиливается шейный лордоз, да, вперед, и возникает вот как бы переход между шейным и грудным отделом, и там еще торчит вот 7-й шейный Да, позвонок, да. он визуально как будто бы выглядит как горб, да? Так сразу Плюс захотелось ещё, выпрямиться. В этом месте у нас мышц мало, да, которые выпрямляют, расправляют нашу грудную клеточку, и место такое вот, где мало движений, да. Там, где мало движений, ну, увеличивается жировая прослойка, может, да, увеличиться, ну, имеет еще такой вот генетическую предрасположенность, да. Ага. То есть там скапливается жир, это жировая ловушка. Да? Как можно откорректировать? Это вот липосакция, например. Укрепление мышц через подбор упражнений, да, чтобы распрямить плечики, да, чтобы именно улучшить осанку. Да? Таким вот образом можно убрать уже такую эстетическую проблему. Да. Я вот слышала, что еще делают, как мануальная терапия, как бы ударом в этот вот горб, в это место распрямляют человека. Нет. Я даже знаю, что у нас делали такую практику. У меня есть предрасположенность тоже вот к такому, да, положению шеи. И вот я это проходила. И как? Выпрямилась, но ненадолго. Врач сделал фотографию до, сбоку, и потом после удара сделал после. Прям я удар. смотрю, прям удар, ты стоишь, и тебе вот прям ударяют вот в это место очень сильно, и потом фотографируют сбоку. И это была очень достаточно популярная, даже была очередь к этому специалисту. Оказывается, так не надо делать, да? Да, там можно сломать остистые отростки, там, вот видите, как... Да, контузию спинного мозга получить, если прям сильный удар будет. Это, точно не исправить проблему. Ой, у нас так время быстро прошло, осталось всего минута, еще осталось очень много вопросов и про нестероиды, про обезболивающие препараты, которым люди бегут просто, да, первая помощь, скорая, и мануальная терапия, насколько она важна и нужна, да, вообще при каких-то заболеваниях, может быть, ее вообще нельзя, но мы туда. Вот, смотрите, как много осталось еще темы. Про мигрень мой вопрос подвис, да, потому что мы дали возможность слушателям и зрителям задать вопросы. И я вам очень благодарна, что вы нашли сегодня время в этот трескучий зимний вечер, в такой холод пришли в нашу студию, для наших слушателей и зрителей рассказали полезную информацию. Я думаю, что будет теперь проще и понятнее после нашего разговора, может быть, как беречь себя, как о себе заботиться. Я благодарю вас. Маргарита Воробьева и Артём Семенов сегодня были в нашей студии, врачи-неврологи. Всем спасибо за внимание, будьте здоровы, хорошего вечера.